по-разному делают, от производителя. Интересно, интересно. С градусом? А? С градусом. Слишком сладкие, кажется. Да, значит, А он на сахар, сгущенке. да? Сладкие. Значит, на Слишком сгущенке. сладкие. На сгущенке. Запродил. Да, на сгущенке. Раньше, когда был этот запрет свадьбу проводить единоличного, делали быфок. И молодежь У нас есть ИП Бориса, он с градусов. Даже можно опьянеть. А вот этот быфок, он сладкий. Можно детям даже пить. Да вы что? На коровьем молоке делают Видели, это. как он поется? Ну, он бродит, естественно, Шампанское но бродит. градусов в нем нету. Ну, например, у меня мама делала квас, после ее кваса нельзя было в руль садиться. Куда садиться? За руль. ИП Бориса, там полбутылки выпьешь, и уже упадешь. Так, ну и дальше что-нибудь расскажу вам интересно, пока он готовится. Так, что у меня тут? По программе. Ну так-то квас тоже с градусов. Вот, тоже я так рассказываю иногда. Мгм. Почему вот, у меня еще быстрое восстановление прошло? Потому что на второй день после того, как разрешили мне есть, мне принесли омлет и сосиску. Сосиску. Для меня такой этот был шок, потому что я готовился вот к диете 0Б, к этим слизистым супам гречневым. Я как представлю, или отвар из овса, овсяной вот эту вот непонятную субстанцию есть, и тут мне бац, и приносит омлет, сосиску. Я такого врача спрашиваю, как вот собака. Она говорит, ну омлет съешь? Я говорю, так, а сосиску половинку. Не рискуем сразу, только тщательно жуй. И все, я понял, что, я говорю, а как же вот эти все супы, я аж заикаться начал. Он говорит, ты забейте на них, на эти супы все. Чем быстрее ты начнешь есть нормальную пищу, тем быстрее у тебя кишечник привыкнет. Но, говорит, надо, вот сейчас омлет тебе разрешил есть, но завтра у тебя будет с контрастированием фотографии, да, и там посмотрим. Сейчас ПГДС еще сделаем, если у тебя нет эрозии, там, то есть, ничего, у тебя нормально все срослось, нет, не ПГДС, это потом ПГДС. Нет. Что-нибудь КТ, наверное, не делали после того, как срослось. Ну, вот, и посмотрим, то есть смысл такой, что иногда пациентам действительно назначают вот даже до 2 лет протертую пищу. Но, насколько я понимаю, что врачи уже вообще отказываются, большинство. И я в диете у себя пишу, ну не диета, вот рацион питания, правильно сказать, мы с врачом правда составляли, что до 2 лет возможно назначение такой еды. Почему? Потому что, ну, надо понимать, что вы работаете со своим врачом, и врач вам врач должен назначать, не я. Как и лекарства. Я говорю о крионе, но я могу сказать, в какую сторону посмотреть, или в какую сторону подсказать своему онкологу. Но никак я не рекомендую есть лекарства какие-то, я не имею права назначать. Так же, как и все мои рецепты, это в принципе я говорю о том, что они есть. Вот. Но вы просто какие-то вещи, которые сомневаетесь, лучше, конечно, советоваться с онкологами. Но, третье но, знаю, что онкологи ни черта не соображают в питании. Поэтому приходится, вот по питанию я могу вам рассказать. Про, например, перехода из одного состояния рациона питания в другой я не могу. Потому что это действительно врач должен видеть вас, вплоть до того, что в группе у меня доходит до анекдота, когда люди выкладывают анализы и говорят, вот, спросите, пожалуйста, вот у врача, почему вот у меня вот это. Я вот обычно пишу и говорю, что врачи должны лечить пациента, а не анализ. Что
очное, только прием очного пациента может помочь как-то вам. Потому что врач должен посмотреть цвет глаз, цвет кожного покрова, какой живот, мягкий язык, там много факторов. И упустив один, это совершенно третий диагноз получается. То есть вот это вот самое важное. А вот многие считают, что я через интернет получу диагноз. Нет, можно только направить, опять же, куда пойти, какие анализы сдать, но никак не диагноз. Так, Нагревается, да? да. Нет, там все идет, ну парус пошел вот. Вот чем, кстати, хороша пароварка, а не мультиварка. Мы все видим. Когда в мультиварке, это, я считаю, такое мертвое, неинтересное. Процесса не видишь, там Ну, наблюдаешь. это вообще процесс. многие рецепты мультиварки, это как раз ленивый рецепт, это все кинул в одну, включил и ушел. То есть творчества нет. А как же запассеровать, там, посмотреть, вот, кстати, о пассировке. Многие люди, когда начинают вести здоровый образ жизни, кричат: я отказался от зажарки к супам. Я говорю, от зажарки правильно, а вот от пассировки неправильно. Как это? Я же вот не жарю продукты. Правильно, жарить их не надо. Надо пассеровать. А какая разница? Я говорю, ну, пассировка и обжарка продуктов — это совершенно две разные вещи. Ну ладно. А что в твоем понимании пассировка, а что такое обжарка? Пассерование — это тепловая обработка в большом количестве жира овощей, если дословно. Точнее, 20% жира от 100 грамм морковки и 20% жира должно. И почему еще важно пассерование? Например, вы знаете, что витамин А — это жирорастворимый витамин. И никак мы его не получим. Если мы в суп добавляем просто морковку, это сено. Ну так красиво. А смысл? Ну и вкусовые, когда Нет, пассируешь ну, другой. да. И опять же лук. Если лук мы пассируем, мы все-таки эфирные масла из него достаем, и это совершенно другой вкус, чем просто положено. Но если мы лук кладем в бульон, это другой вкус. Просто когда мы лук положили, вот морковкой, да. То есть, вот, поэтому лучше пассеровать. Еще маленький лайфхак, который многие не допускают себе, не знаю, боятся. Я, например, всегда мою сковородку после того, как отпассеровал овощи. Я прям половником бульончик сполоснул и туда. Каждый грамм этого вкуса жалко. Поэтому второе еще тоже боязнь такая есть, например, вот тот же самый омлет возьмем. Его можно разнообразить, взять туда, положить чеснок. Все скажут, он же острый. Но при тепловой обработке чеснока он становится не острым, а только ароматным. Все, мы уже другой вкус имеем. И когда вот, например, я читал, что вот мне вот все эти вот на полу придется вот эти слизистые, я как раз искал вот эти вкусы, чем я могу себе помочь. И вот там, например, один из вариантов, это был печеночный хлеб или что-то такое я придумал. То есть, банально это суфле из печени на пару. Без соли, без всего. И тоже так, без соли попробовал, невкусно, я буду все-таки с солью все это. И потом я читал и Барановского, Юрий такой, из Барановки, диетология. Нет ничего страшного в соли на самом деле. То есть это когда совсем строгое. То есть если вы чуть-чуть соли кладете, это нормально. То есть когда говорят о рекомендациях ни соленого, ни острого, это имеется в виду не банками 3-литровыми огурцы соленые есть, а консервы. Тоже вот видели, что не рекомендуется есть консервы. Но если мы возьмем сайру, собственную софу, и прочитаем состав, там ничего нет. Там есть сайра, вода, черный перец горошком и лавровый лист. Все. То есть можно. Но, естественно, не с утра до вечера ее есть. Это то же самое, как, например, многие боятся фастфуда. В принципе, это очень вредно. Но если распорядилась судьба такая, что вот есть вопрос поесть или не поесть, и вот, просто вы знаете, что следующий прием пищи у вас будет очень поздно. Я, например, прихожу в тот самый Макдональдс или какой-нибудь, я не ем хлеб, я купил вот этот макбук, или какой там бургер, бургер, вот, и вытащил оттуда котлету. Могли они котлеты, если продавали, я бы, конечно, котлету купил. И вот картофель у них не фри, а по-деревенски.
это более-менее из, ну, грубо говоря, из зла меньшее. Потом, вот мне шеф не даст наврать. Если вы придете в ресторан и попросите, например, вы увидите котлеты, спросите на пару, приготовите. Если объяснить шефу там, или официанту, что, ребят, ну понимаете, у меня вот такая ситуация, что мне нужно диетическое питание, пойдут навстречу. И потом сейчас все больше и больше и больше и больше ресторанов и кафе вводят свою, хотел сказать, винную карту. Вот, винную. Скучаете. А? Скучаете. Вот на самом деле нет. И не хочу. То есть анекдот по этому поводу сказать. Вот. Вводят овощи на пару. И как раз когда время поста, то вообще просто замечательное диетическое меню, то есть можно есть все. То есть жареного практически нет. А по поводу анекдотов, по поводу не хочу, это такой старый советский анекдот. Очередь, представляете, в магазин с алкоголем, километровый, 2-километровый. И вдруг такой вопль. И человек садится на асфальт, голову руками сжимает, и говорит, блин, блин. И подбегает, мужик, что, плохо что ли? Говорит, да нет, блин, что такое, что случилось? Давай сейчас по копеечке соберем, найдем, брат, поправим тебе здоровье. Говорит, блин, не хочу. Вот так же и у меня. То есть вот я могу говорить об алкоголе, может быть, это вкусно, но не хочу. Вот просто вот как-то вот, есть какие-то периоды, которые, ну, как лампочка, так, хоп, я не хочу. Вот. Поэтому совершенно равнодушен к алкоголю стал. И даже, наверное, не после удаления желудка, а чуть позже. Понимание еще кое-что. Может быть и понимание. То есть, вот, не хочу просто. Вот. Мне жалко, скажем так, еще жалко время тратить на алкоголь. Потому что ко всему надо подходить с умом. Так. Что у нас дальше? Так. Вот, и самая еще интересная вещь, что продукты и диеты все, вот, то есть вот мои рецепты, например, это называется, я ее называю трудотерапия. То есть когда вы на кухне сами включаетесь в процесс творчества, то есть вы от своих болячек уходите. То есть, для меня, например, химиотерапия так была. Так, ну что-то маловато. Вот сырники, наверное, готовы, а омлет еще нет. Вообще, то есть он, видно, на верхнем уровне из-за того, что... Ну, сейчас мы еще чуть-чуть дадим, и потом поменяем. Вот, смотрите, то я на химиотерапии от плиты вообще не отходил. То есть для меня это был вот тот элемент восстановления организма, но даже не элемент восстановления организма, а отвлечение от болячек, побочек, от всех этих нейропатии, всякой вот этой гнусности, противности. Вот, я у плиты был. А тем более, что я, начитавшись умных книг, что мне надо есть 7-8, а то и 12 раз в день. Вот. На кухне получается. Да, я жил на кухне. И самое, что интересно, вы правильно сказали, я прям жил на кухне. Я уехал на дачу, и у меня комната моя, она находилась прям на кухне. Вот, я просыпался, открывал интернет, искал что-то интересную статью, пока читаю статью, я начинаю готовить. И вот так вот день проходил. И в поисках рецептов, интересных людей, и в съемках. Вот. И у меня сформировалась такая стойкая вещь, что я без еды не могу вообще. Я не могу выйти из дома, потому что мне надо есть постоянно. То есть вот жевать, жевать, жевать. И так еще фраза такая у меня была, мне назначают анализы, например, на 11 часов утра. Да, и говорит, доктор, я ж не дойду, меня ж снесет ветром, я буду слаб. Вот, но потом я понял, что это не так. Почему? Потому что если касаемо анализов, почему-то я сразу слабый становился, и мне было плохо, и все. Но если мне сказали бы, так, мы с тобой заезжаем, то есть ты едешь на машине, садишься в 5 утра, едем на Селигер, на рыбалку. Я бы не сказал, мне поесть надо все это. Я поехал и поел. То есть, и я потом понял, что это психологическая штука такая, что вот без еды я не могу. Но у некоторых бывает, что и по-другому. Вот. И как раз хочу сказать, что еда в нашем случае, то есть вообще у любого человека, она должна вызывать не просто
как бы грубо не сказать бы, ну не пожрать, а именно поесть. Получить удовольствие столько максимально от приема пищи, сколько можно. Я, например, сажусь один дома, меня никто не видит, то есть я не на камеру это делаю. Я говорю, сажусь и говорю, а как мне сейчас будет вкусно? У меня мантра такая. То есть если настрой, я, например, бутербродик себе делаю, нарежу его на 5-6 или на 8 кусочков, разложу сверху как огурчик такой, что у меня все это красивенько, я вот сижу, пью кофе и ем. И получаю удовольствие. То есть мне уже не интересно просто так взять кусок какой-нибудь, запихнуть и все. И вот еще один из вариантов, что, например, вы знаете, что бананы это антидепрессант. Вот. И есть много пищевых всяких вариантов, которые поднимают настроение, как шоколадка. Та же самая. Вот казалось бы, мне поднимало на химии мороженое. Причем мороженое у меня вызывало в двух случаях веселости. Первое, это был, когда я купил мороженое за 48 копеек, ну это как в советское время, помните, да, вот за 48 копеек. Я его купил и съел 200 грамм. И через минут так 7 убежал к белому другу. Уже так весело. Вот, потом думаю, надо искать свою норму, потому что я без мороженого не могу, я хочу это мороженое. Вот, отрезаю 100 грамм на следующий день. Тишина. 150. Тишина. 170. А не 180. Побежал. На третий день я отрезал 170. О! И так вывел свою форму, что 170 грамм мне подходит. Опять же, вот это через весы. Вот опять же, я все готовил через весы, и сейчас до сих пор, вот, когда я это делаю, через весы. И вот вернемся, мы так плавно вернулись к пищевому дневнику. Например, люди, когда только-только выписываются из больницы и еще не понимают свой организм, они делают большую ошибку, они не пишут пищевой дневник. А его надо... Понятно, ну о том рассказывать. Те, кто... Да. Вот дело рук выздоравливающих, дело самих выздоравливающих. Вот. А как вы решили, пришли, что вести блог? Ну, на самом деле, как что случилось? Я подумал, что так как я сейчас на химии, делать не хрена. Хочется поделиться, да? Да, поделиться, причем я не специально хотел это, а говорю, выложу в интернет, кому надо, тот найдет. Ну, поисковики есть. То есть я не старался заниматься поисковой оптимизацией, там, не развивал ничего. Вот, а когда я смотрю, что начинает заходить не один, не два человека, не три, а там 10, 20. Вот. И я начал понимать, что надо как-то это дело брать в руки и рассказывать людям. Потому что я действительно уже нашел много информации по питанию, много статей интересных. Вот. И вот начал делиться. Именно и целенаправленно это делать так. Ну вот сырники готовы, а вот омлет у них какой. Это, наверное, наш будет факт. Вот сырник это все вот. Так. Ну, тарелочка. О! Ой! Отвратительно. Отвратительно. Обычно я говорю отвратительно. Это когда очень вкусно. Это обыкновенное. Да. А тут с куркумой. А это с куркумой. Сейчас он просто его на низ поставим. Первый освободить. Я права? Да. Это у меня какая-то германская, которая представление. Ну, такое, как разнообразие.
повар. Желтенькая. Беленькая. Вот вот так. Синего цвета не хватает Ну, вот, для Украины. не надо. Нет, а тогда может быть бело-сине-красный. Давней политикой. Да, тогда бело-сине-красный, вот, тогда же патриотичненько было. А если наоборот насела бело, нет, бело-сине-красный, Это красный, наш. то сербский получится, если кверх ногами нашу парку перевернуть, то это будет серб. Что, можем пробовать? Ну, сейчас не подстынут чуть-чуть, а то обожжетесь. И вообще, вот, например, мне сырники больше нравятся, когда они холодные. Но, вот опять же, для разнообразия питания я и теплые ем. Меняю, например, я очень люблю со сметаной и какими-то ягодами. То есть вот взять бруснику и блендером с сметаной, это получается замечательно. Или просто с сахаром бруснику. Так. Это брусника со сметаной у нас тогда называется. Ага. Перчик это другое. Сливки это здесь. Вот. Сметана, если с ягодами, тогда. Сливки с ягодами. Сливки с ягодами, перчик. Тогда на сливки это просто купили. Я. Так, ну про еду вне дома я поговорил, в принципе. Вот смотрите, вот по поводу еды вне дома, вот как раз нутридринки эти все. То есть так, я, например, использую вот эти вот коктейли иногда. Сейчас у меня они особо не нужны, потому что вроде как и вес не падает, все хорошо. Но я их с собой беру, например, на рыбалку, когда еду по трассе. И у меня, например, первая остановка, где я останавливаюсь, это километров, наверное, 350 от дома. Вот. И понимаю, что по дороге там много кафе, а какое качество там продуктов, неизвестно совершенно. То, что дальнобойщиков много, как один из показателей, вроде бы как, дальнобойщики стоят, значит, можно есть. Это как раньше, трехразово, как у вас раньше было. Да, вот, но сейчас, например, я не рискну. Вот, какие-то можно, например, как покупать летом нельзя же, например, пирожки с мясом, когда жара 40 градусов, и пирожки с мясом на улице купить. Но это все, это понятно, что будет отравление. А пирожок с яблоком может прокатить. Вот, также вот, а здесь я беру с собой нутридринк или суппортан, любой вот из этих напитков, и едешь не торопясь, и причем я уставлю около себя, и так глоточек сделал, едешь дальше, глоточек сделал. А представьте, одна бутылочка это 400 килокалорий. То есть это полноценный обед. И когда меня спрашивают, она же дорогая, я говорю, а вот представьте, 195 рублей, 250 максимум, я не видел дороже. То есть, грубо говоря, 4 бутылочки 1000 рублей. Сколько стоит обед? Явно не 250 рублей, не 190, а дороже. А тут вы, не выходя из машины, получаете прям питание в полете, можно сказать. То есть вы экономите время раз, два, получаете сбалансированную смесь, то есть по всем витаминам, по всем прибамбасам. И три, мы знаем, что мы получим 400 килокалорий, то есть нормальное количество по еде. Вот. И еще, конечно, плюс, то есть не плюс, а ту вещь, когда вы добавляете нутридринки или фризубин, там, фризениус, любые, в горячие произведения искусства, например, суп, то производитель не рекомендует добавлять в горячее. Но есть у него маленькая хитрая сноска. Но если вам хочется, то можно. Просто вы теряете в витаминах. Но КБЖУ все остается на месте. То есть можно, если вы понимаете, что вам надо поднять мышечную массу, а не витаминный баланс организма, то почему его не добавлять в супы? Вот у фризениуса и у нутридринка тоже, кажется, есть. У кого-то еще есть с овощными вкусами. Суп готовите, там, суп-пюре из брокколи. Почему туда не добавить с грибами, грибного вкуса? И опять же никто не поймет. Вот пюре я вам рассказывал картофельное, что я
фризубин, да, или нутриф. Я не помню, опять же, производитель кого из Ваху. Я, чтоб не было заметно, я ребенок не понял, что там фризубин есть, я решил попробовать и взял мускатного орешка чуть. Посыпал и замечательно. И еще дал немножко горчички сверху. Ну, буквально там на кончике ложечки. И получилась замечательная вещь. Ребенок у меня съел пюре на ура. Жена сказала, что где ты купила эту мороженую картошку, она сладкая. Вот это вот, видно, фризубин он сам дал сладость небольшую. Но все равно съел и говорит, ну вкусно. Хоть и мороженая картошка, но вкусно. Вот опять же, вот, экспериментируйте, это творчество. Вот, а по поводу творчества и экспериментов тоже еще интересные вещи есть. Да, у нас следующие ежики, да? Да, вот сейчас А мне... мы по времени тоже уже почти 24 минуты. То есть мы уже как долго и разговаривали? Да, Ничего себе. Меня тормозить надо было. Ну вот я это могу, да? Так, а эти пока не застывают или уже можно попробовать? Можно пробовать, да. Так, как мы тогда рисуем? Так, чтобы всем хватило. Да, чтобы всем хватило. Разрезать где-то. Называйте его это. Так, посмотрите, а ежики мы здесь делаем из ленивки. Вот здесь примерно, Всем хватит. Да. ну, грамм 800, наверное, может чуть поменьше. Баржи из оленины. Ну и на глаз вот так примерно я вот столько творога. Рис? Ой, рис. Рис нужно сварить до полуготовности. И в теле, ежики, как угодно можно назвать. Фрикадельки. Так. О! Омлет подоспел, да? Не, еще далековато. Это оленина, да? Да. Ну, он только покупает. Вкусно? Попробуй белый тоже. Я же сегодня Ивана Петровна был. Вот, а... Омлет. Вот он никак не хочет. Белое возьмите. А можно нам? Да нет, там не хочет никак этот омлет. Вообще ни в какую. Мне кажется, уже более твердый. Нет, он сверху дал, а внутри жидкий зараза. Градуса мало. Наверное, точно. Нарежем сметану и добавим. Интересно, красиво, видишь, желтое пекло. У нас комиссия маленькая, да? Да, один раз. Ну, 2 раза, просто не сказать. Я обычно, например, в зависимости от котлет так делаю. Когда делаю вообще на кухне, рубленые. Нет, а потом. Хотя если мы
Это Рим. Они немножко покупали, да? Да. Вы нет? Выжимаешь сок. Нет, ну вы не Любое мясо становится мягче. Ну, зависит, сколько там мяса. 3-4. есть пока тут. А потом из мыха лука делают суп. То есть протухлый с чем-нибудь. Получается замечательный соус. Что такое? Отбить тяпку. Возьмите тяпку и отбить. И у людей такой тоже. Тяпкой? Как это можно? А я думаю, вы говорите, извините, я думаю, я вообще-то говорю с людьми, которые не знают, что такое тяпка. А у всех тяпка это землю тяпка. А не кулинарная. Ну и как вам сырники? Вкусно. То есть можно на пару готовить сырники? Да, интересно. Совсем другой вкус. Дайте мне тоже попробовать. Куркумой больше Нет, понравилось. у меня не попало. А вот на этой картошке Это слоненина. Это чисто ваниль. А мы там тоже ваниль. кому еще это, пожалуйста, предстоит. Два раза. Я один. Когда когда котлет ребенку, и вот сам ее тушить котлет, то вот 2-3 раза. Другой вообще на самом деле. Практически не массу делаю. Нет, там здесь у нас были, Там сразу видно, честно. Это же там будет Понятно. Когда другой идет. Я даже еще не исследовал. Мы с белком я, например, первый раз, когда человек делает всякий баб, яйцо,
инструкции, что так нельзя делать. Люля типа яйцо. Люля должна быть мягкой, нежной. Вот это яйцо взял и убил. Гад. Дело смычок. Чуть-чуть. Видно из заказа, не дают. Так, ну ладно. Пока будем. Вот, посмотрите, что мы делаем с фаршем. То есть мы смешали его с рисом, причем пропорции это на ваше усмотрение. Если вам хочется, да, рисовый, рис с мясом, это одно дело. А хочется мясо с рисом, то это другое дело. То есть мясные ежики, это мясные, а и рисовые, то рисовые. Вот, кстати, тоже интересно, есть блюдо, называется гречанники. Это вместо риса вы кладете гречку. Тоже интересный вкус получается. Точно так же на пару делается с удовольствием. А вот что-то добавить? Рис. Нет. Из приправы, да, вот из приправы это Выдавливает же шарик. куркумин. Вот. Из ладони. Ее точно Кумин. Зиру. Зира. То есть немного придало восточности такой, среднеазиатской примерно. Это воздушный. Пополам. Вот такие. То есть сейчас большие тоже начали. У вас после удаления желудка есть какой-нибудь демпинг? Демпинг, он неизбежен. Он не... От него избавиться тяжеловато, но не можно, а он проходит со временем. Вот сейчас, в данный момент, либо я его не замечаю, либо его нет. Но есть демпинг-синдром, он разный. Либо не хотите замечать. Ну, либо так, да. Он разный. Есть ранний демпинг-синдром, есть поздний демпинг-синдром. Вот поздний это самое страшное. На самом деле он сильнее и накрывает на улице скотина. Так я его называю. Потому что идешь и думаешь, о, сейчас мне будет плохо. Предобморочное состояние, и я всегда это боюсь, когда за рулем может происходить. Но если я за рулем, просто, например, я знаю, что я сажусь в руль, я, естественно, не буду есть что-то тяжелое, не буду есть быстрые углеводы. Я съем вот паровой омлет, яичницу, либо яйцо и белок получу, и нормально, никакого демпинга не будет вообще. Завтраки только белковые. Вот тоже хотел предупредить, что, например, если я завтракал только белок, ну не только белок, а белковый, то есть омлет, котлеты, биточки, рыбу, то у меня день проходил замечательно без всякого демпинга. Если только я начинал день с каши, у меня демпинг начинался прямо за столом. Прям вот бац, и мне плохо. Мне сразу хотелось лечь, я не хотел никакую работу идти, думал, ну нафиг. Да, нафиг. А вот только позавтракаешь нормально, человечески, едой, то есть и белковой, и никакого демпинга. И потом весь день могло не происходить. Тут я анализировал, например, как-то у меня был сильный демпинг и почему он произошел. Вот почему, кстати, важен пищевой дневник для анализа. Потому что не записал раз, а потом забыл. И вот все. Я делал суп-лапшу. Вот я вчера рассказывал, лапшу. Ну, помните, я вчера рассказывал, то, что есть золотое правило у поваров такое, если тебе хочется, то есть если мы готовим не по технологической карте, а ну, от себя, там, на глаз, то, например, когда вы варите харчо или суп-лапшу, то есть одно замечательное правило. Когда вам кажется, что вам чуть-чуть не хватило, вот надо еще чуть-чуть добавить риса или лапши, вот на этом моменте, когда вам пришла мысль в голову, да, чуть-чуть добавить, надо остановиться. Потому что иначе будет стоять ложка. Это вот у меня, по крайней мере, так. Вот. И я съел лапшу, в которой стояла ложка куриную. И через час примерно, это была масленица, наелся блинов.
И я понял, что у меня чуть сердце не выпрыгнет сейчас. Тахикардия такая была. Но я лежал довольный, потому что я поел вкусно же. Икры с красной икрой, правда не настоящая, а белковой. Насытился. Да, но у меня было настроение хорошее. Я лежал и думал, вот скотина я. Вот знал, что будет плохо, и нажрался. Это как вот алкоголики. Они знают, что с утра-то похмелье будет. Но все равно уже вот точно так же с едой получается. Что я знал, что у него плохо, и будет вкусно. Это точно так же, как я, например, плевал на диарею. При химиотерапии я ел какие-нибудь продукты. И вот я знал, что я побегу в туалет. Но это же вкусно. Но для этого есть лапирамид, я всегда говорил. Если что, захотелось, лапирамидиком шлифанул и замечательно. Так, единственное, что я просто не могу ждать омлет. Да. Он немножко у нас получился жидковатый, но может я переборщил с... да, чуть-чуть его больше положил. Но вкус вы поймете. То есть весь эксперимент, чтобы вы не боялись экспериментировать. Вот, хорошо. Прям у меня масло масляное, эксперимент экспериментный. Да. Второй у нас станет. Вот насчет демпинга я хочу вот добавить. Я в тот раз от Никите тоже сказала, говорю, ой, после каши, говорю, я полдня не человек. Он говорит, ну, говорит, значит, надо на белковый завтрак переходить. Ну, я, значит, открываю холодильник, думаю, кто тут белок? Ну, яйца. Сделала, значит, я, что там было, придумала, поела, и демпинга нет. Потом, значит, мне это понравилось. На следующий день, ну, я решила, у меня была, значит, печеночка с вермишелочкой. Думаю, вот так, теперь каждый такую вот печеночку. Вермишельку все подбиваю. И пошло. И я теперь думаю, вот действительно надо прислушиваться к организму. Ну, не идет каша, значит, не ешь ты эту кашу. Да. А я, значит, ну, говорят, каши. Не-не-не. Я каши поем, и тут еле доползаю до дивана. Потом вот так лежу, я говорю, меня мутит, и вся семья знает, что меня мутит. Ой, да, а совместимость от Это продуктов. вообще ужас, да? Короче, девочки, если у кого демпинг Не, ну начинается... понятие какое, например, кислый... Нет, тут, например, когда я занялась тоже правильным питанием,